Коми планирует создать социальную ипотечную программу для местных жителей. Глава республики Владимир Уйба на заседании правительства Коми дал поручение профильному министерству проработать льготные условия для желающих обзавестись собственным жильем. Предложение возникло на основе личных обращений граждан главе. По словам Владимира Уйба, на предварительном этапе переговоров банки в новом направлении заинтересованы. Какие еще темы обсуждали во время заседания регионального правительства, расскажет Наталья Юрина. В повестке заседания правительства два объемных вопроса – реализация адресной инвестиционной программы и национальных проектов в нынешнем году. На первое направление направят почти 5 миллиардов рублей, на нацпроекты – на 3,5 миллиардов рублей больше. Глава Коми Владимир Уйба в начале заседания сразу расставляет акценты. Год заканчиваем плохо. Вот давайте посмотрим, почему, какие причины, кто виноват и какие надо делать выводы. В рамках адресной инвестиционной программы в республике в этом году необходимо возвести 66 объектов. Из положенных 5 миллиардов рублей освоена лишь половина. Нареканий к дорожной отрасли, социальной защите населения, спортивной и культурной сферам нет. Чего нельзя сказать по строительству ФАПов и новой инфекционной больницы. По 19 ФАПам предусмотрено бюджетное ассигнование в размере 234, почти 235 миллионов рублей. Финансирование составило 81 миллион 317 тысяч. Выполнение работ составило 155 миллионов, почти 156 миллионов. Это на 1 ноября. В конце 2020 года был заключен контракт на проектирование, строительство и ввод объектов в эксплуатацию. В 2021 году произошло существенное увеличение цены на строительные материалы, в связи с чем по получению заключения государственной экспертизы сметы стоимости ФАПов превышает цену контрактов больше, чем на 30%. Повышение цен на стройматериалы сказалось и на строительстве инфекционной больницы. Как отметил Игорь Кузьмичев, правительство Коми отправило в Минстрой России запрос о перерасчете и выделении дополнительных средств. Еще одна тормозящая причина возведения ряда объектов – несвоевременное выделение земли. Глава Коми Владимир Уйба призвал сократить сроки предоставления земель с марта до января. Также, по мнению главы Коми, необходимо работать с проверенными и ответственными подрядчиками, а подход к строительству ФАПов следует изменить. Ну, страна проходит этапы, вы нет. Надо свои шишки набить. Мы тоже пойдем этим путем. Ушли уже от этого сборного металлолома. Нет, опять сборный металлолом начали делать. Ну и где он, ваш сборный металлолом? Ну, ставьте вы уже готовые модули. Залили фундамент. Выходы сделали, подключили, поставили. Готовые модули позволят сэкономить. В дальнейшем эту технологию и применят. Параллельно тщательнее будут подбирать подрядчиков. Вопросы к исполнителям работ есть и по возведению объектов национальных проектов. В Коми реализуются 30 региональных проектов. Из 3 бюджетов на них выделено 8,5 миллиардов рублей. Полностью освоены средства только по 6 региональным проектам из 30. Еще по 9 проектам использовано более 88% бюджетных ассигнований. При этом по более чем трети финансируемых проектов уровень освоения бюджетных ассигнований ниже среднего значения, что в первую очередь связано с задержками в поставках оборудования и иных ценностей, отставанием от графиков выполнения строительных и иных работ. Для того, чтобы с легкостью контролировать выполнение работ, профильное ведомство разработало новую систему мониторинга. Первоначально она будет работать в тестовом режиме по 3 направлениям. В следующем году под прицелом новшества окажутся все национальные проекты. До конца года мы планируем отработать систему в пилотном режиме на базе национальных проектов «Цифровая экономика», «Безопасные и качественные дороги», МСП. В этой работе также задействуем Минцифры Республики Коми и Минстрой Республики Коми. А в первом полугодии следующего года информационная система будет развернута на все органы власти Республики Коми, реализующие национальные проекты и государственные программы. Каждый нацпроект, исполнение которого вызывает хоть малейшие опасения, глава Коми Владимир Уйба рассматривает детально. Минстрой Коми дает прогноз по недостижению нужных объемов строительства. Среди причин, озвученных на заседании правительства, невысокий спрос квадратных метров у населения. Глава Коми с такой позицией не согласен. Доказательство тому – многочисленные обращения от граждан. Летит каждый день по 150, по 200 сообщений, в том числе по жилью. Целый блок сформировался сообщений, где люди пишут. Значит, перспектив никаких. При этом все люди, вот я всех их прозвонил, все снимают жилье. Ну, в основном, естественно, Сыктывкар, Сыктывдин снимает жилье. Средняя стоимость жилья, которое люди снимают, 15-20 тысяч. Средняя. Значит, спрашиваю людей,
Ипотеку почему не берете? Они дают ипотеку. Не дают ипотеку, потому что доходность низкая. С этим вопросом Владимир Уйба напрямую обратился в Сбербанк, где льготную ипотечную программу для жителей Коми поддержали. На заседании правительства глава республики дает поручение муниципалитетам, чтобы те определились с земельными участками под строительство многоквартирных домов. Минстрой Коми выгодное предложение для сыктывкарцев должен проработать с банками и застройщиками до 1 декабря. Наталья Юрьевна, Артем Соколов, телеканал Юрган.